Цирроз печени – серьезное заболевание, требующее своевременного и оперативного решения. Зачастую пациенты попадают на стол к врачу уже с тяжелыми внутренними кровотечениями. И здесь на помощь в борьбе за жизнь приходят современные технологии. Одну из подобных первыми на Дальнем Востоке испробовали врачи Республиканской больницы №2. Когда печень серьезно поражена, кровь проходит через нее с большим трудом. Выражаясь еще проще, печень сморщивается под воздействием патологических процессов. Возникает кровотечение, которое крайне трудно остановить. Различные открытые операции длительны по времени, и чтобы провести их, требуется общий наркоз и большой разрез. Не все больные переносят подобные вмешательства. Именно это и побудило врачей РБ-2 первыми в макрорегионе прибегнуть к портоканальному шунтированию печени. И данный метод позволяет методом шунтирования, то есть анастомоза наложения прямого выброса в портальную вену, что значительно облегчает проявление таких осложнений, как кровотечение, как асцит и в дальнейшем улучшение качества жизни человека. И служит это мостиком, таким продолжительностью от 5 до 10 лет человек может прожить в достаточном комфорте, пока не придет его очередь пересадки. Средняя продолжительность операции составляет около 2 часов. Шунтирование проводится под рентгеноскопическим контролем с использованием ультразвукового сканирования для контроля доступов к сосудам. И все это под руководством самых опытных специалистов. При этом, ввиду того, что подобные операции проводятся в Якутии впервые, к врачам во время операции присоединяются их коллеги из ведущих научных институтов страны. Большой импульс для развития этой методики у больных с циррозом печени и кровотечением. Каждый врач, каждый хороший врач всегда стремится к совершенству. И эта операция, да, они только первую ступеньку это сделали, да, это первая ступенька к своему совершенствованию профессионального мастерства. Как отмечают медики, подобные операции не излечивают цирроз. Они показаны пациентам, которые готовятся к трансплантации печени. Но после них у больного во много раз повышается качество жизни и ее продолжительность. Петр Васильев, Владимир Павлов, Якутск.